Мы используем нашу психику всего на 10%. Человек не использует огромное количество талантов, способностей. Почему человек живет не той жизнью, которой хотел бы жить? Есть некоторые установки, есть некоторые причины, которые не позволяют нам достигать наших результатов. Какие бы мы действия ни делали, эти установки, эти причины, они всегда сильнее. Насколько человечество себя помнит, человечество всегда обращалось к подсознанию. Начиная от шаманов, жрецов, которые все время искали подсознание, источник, ресурс мудрости, знаний. Огромная культура ритуалов, огромная культура трансцендентных состояний, которые использовались как перед крупными битвами, как перед крупными событиями, так и просто для того, чтобы понять смысл происходящего, смысл существования. В христианстве человек делится на 3 части, или состоит из 3 частей: тело, душа и дух. А вот терминология подсознания — это то же самое, что дух по-христиански. Проводится специальное особое такое исследование, которое называется функциональный ядерно-магнитный резонанс. И вот было обнаружено, что за несколько секунд до принятия решения, до реализации решения, оно уже принято, оно уже имеется в префронтальной коре, в участке головного мозга. Вот. Сейчас подводят все к тому, что это и есть, собственно говоря, подсознание. С точки зрения практики нам важно быть и выйти на то, как реализовывать свое предназначение, свою идею, главную какую-то свою функцию, значение в этой жизни. Потому что только это может делать человека счастливым. Представьте, что вы можете создавать любую реальность. Здоровье свое или вашего ребенка, или отсутствие этого здоровья. Любимая работа или работа, на которую приходится ходить. Успешный бизнес или бизнес, который не приносит дохода. Путешествие или сидеть дома. И этот выбор ежесекундно делает ваше подсознание. Иногда бывает так, что в целом все хорошо, есть какие-то деньги, есть какое-то здоровье, вроде какие-то взаимоотношения с людьми, но порой это бывает неважно, потому что важнее всего твое внутреннее состояние, и если оно никакое, то тебя не устраивает все. Я просто уходила от своей реальности, потому что она мне не нравилась. И поэтому я стала спать, да, мне не нравились отношения, которые были у родителей, мне не нравилось какие-то люди, которые окружали нас, да, то есть мне не нравилось это. И когда смена полностью среды и окружения никак не повлияла на мое внутреннее состояние, я поняла, что куда бы ты ни поехал, ты везде тащишь с собой свою депрессию, в общем, ты берешь с собой себя. Поэтому, что тогда остается менять только себя? Страх у меня был один и большой, очень сильный, который повлиял на здоровье моего ребенка. Страх потери ребенка. Я говорю о том периоде, когда мой ребенок болел онкологическим заболеванием. Да, мой ребенок был абсолютно полностью в зависимости от меня. То есть мне так было важно. Она ничего не могла без меня сделать. И я ей сама если она сама делала все, у меня были такие установки смешные. Если она сама будет все делать, зачем тогда я вообще в принципе? Эти страхи за то, что твой ребенок, да, исчезнет из этой реальности, они очень сильно тебя демотивируют развиваться, демотивируют зарабатывать, получать образование. Да? Как я могу пойти, на маникюр, а вдруг в этот момент, мой ребенок прекратит дышать во сне, да, или захлебнется, или подавится пластилином. Не скажу, что меня привело какое-то отчаяние, какие-то катаклизмы, или я не знала, что делать со своей жизнью. Наверное, поиски, как у психолога, я всегда искала, и то, что связано с сознанием, подсознанием, привлекало мое внимание. И я хотела хорошую машину, в то же время немножко был страх, как ее содержать, привлекать к себе внимание, если она такого уровня, скажем, высокого. Я плохо видел уже со школы. Это мне еще мешало, конечно, в спорте очень. Всегда очень завидовал людям, которые имеют нормальное зрение. И задал себе первый главный вопрос: зачем же я не хочу видеть? Чего я не хочу видеть в своей жизни? И как-то слой за слоем начал находить ответы на эти вопросы. С детства я не хотел видеть, как ругаются мои родители. Современные тенденции в медицине, современные факты медицины говорят о том, что если 100 лет назад главной причиной смертности была инфекция, то на сегодняшний день это психосоматика, инсульт, инфаркт и рак.
И доказано, что причиной этих болезней является накопление эмоций. Грубо выражаясь, если накапливается раздражение, то это голова, это дорога к инсульту. Если обида – это нарушение иммунитета, это предпосылка к онкологии. Если страх и вина – это инфаркт. Сейчас это становится особенно актуальным, потому что все больше и больше доказательств того, что кора и другие нервные структуры оказывают воздействие на функционирование организма, на функционирование внутренних органов. Внутри меня всегда были какие-то переживания и ощущения пустоты. Я понимала, что есть какой-то потенциал внутри меня, но как реализовать и как найти выход, я не понимала. Конечно, у меня были свои цели и желания, которые иногда даже я могла достигнуть, но достигнув их, не было какого-то чувства удовлетворения внутреннего. Все равно казалось, что это было сделано через силу воли, через какую-то жесть. Все время размышляла о том, как человеку развиваться, как ему достигать своих желаний. Но на самом деле желание — это то, что двигает наш прогресс, это за любым великим открытием, за любым великим произведением искусства всегда стояло желание что-то дать в этот мир и желание что-то получить, желание что-то сделать. Желание — это, в принципе, основа всего. Почему мы так редко ставим перед собой глобальные цели? Просто потому, что у нас возникает стресс, у нас возникает нервное напряжение, когда у нас чего-то нет. И стресс и нервное напряжение — это то, что показывает человеку несоответствие его сознательных желаний, его подсознательных желаний. Мы не имеем инструментов достичь желаемого легко. У меня были интернет-магазины, были и опыт, так скажем, в открытии бизнеса по франшизе. Несколько лет подряд у меня, так скажем, финансовых результатов больших не было. То есть, когда я начал прорабатывать там образы денег, была такая картина, что, в общем, я вижу себя и вокруг много змей таких отвратительных, противных, которые прям лезут на меня. Это был образ денег на тот момент. То есть мне хотелось как можно быстрее их отдать, как можно быстрее их скинуть, чтобы вот они у меня не задерживались ни в коем случае. Я мечтала на зимовку поехать в путешествие. Вот. Степа, ты мечтал? Да, за любой кипиш. Да, Степа за любой кипиш. Я мечтала. Это была мечта из разряда «я даже мечтать не буду, это невозможно». Самый большой страх был это оторваться именно от родителей, прям целиком полностью отсоединиться и начать уже жить самостоятельно. В человеке внутри этого подсознания сокрыто что-то очень удивительное, какой-то источник необычайной разумности, что в первую очередь это не какие-то страшные, пугающие вещи, а внутри есть источник интуиции, он очень умный. Он подсказывает, направляет человека. Тот его не слышит. Под покровом воспитания, под покровом культуры, под покровом того, что нужно ему делать, какой он должен быть, каким он обязан быть. С самого детства, когда нам говорят «постежки, растягивай ножку», «лениться — это плохо», нужно очень много-много-много трудиться для того, чтобы заработать много денег и так далее. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Терпение и труд, все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Работа не волк, в лес не убежит. Доход не бывает без хлопот. Хлеб даром не дается. Не ленись за плужком, будешь с пирожком. Сила воли — это всегда борьба с самим собой. Это всегда борьба с собственным подсознанием. Опасно не изучать бессознательное, потому что его больше, его как минимум 80%. И оно всегда возьмет верх. Если в нем есть скрытые желания, если в нем есть скрытая цель, эта цель реализована будет. Но чаще всего из-за того, что человек подавляет эти желания, эмоции, эта цель реализуется не очень красивым образом, не очень приятным образом. То есть если человек никак не может заработать деньги, но все-таки он преодолевает себя и идет и зарабатывает, он вдруг понимает, что его страхи реализуются. То есть у него была установка, что деньги — это одиночество, и что если ты заработаешь деньги, то ты будешь один в этой жизни, у тебя не будет друзей, у тебя не будет семьи. И удивительным образом случается, что когда он зарабатывает эти деньги, все от него отворачиваются, или он там сам расходится со всеми своими близкими людьми. Перед вылетом родители чуть не говорили, там, вы самоубийцы, вы там заболеете, у вас деньги украдут, все случилось. Деньги потеряли, там и ссорились, и по бизнесу проблемы пошли тогда. В общем, все... Ядовитые гусеницы нас покусали. Ядовитые гусеницы кусали, да. Дочку.
Я постоянно искал какие-то инструменты, которые будут помогать мне, так скажем, в моем деле развиваться и получать каких-то результатов. То есть это были различные тренинги, обучающие курсы. И на всех этих тренингах дают инструменты, дают результаты других людей, это меняет мироощущение, ты понимаешь, что ты можешь сделать. И какой-то результат действительно ты приобретаешь, так скажем, по прошествии этого тренинга. Но если мы говорим про долгосрочную перспективу, то заканчивается тренинг, проходит вот эта, так скажем, волна, на которую тренинг тебя выводит, и результаты начинают снижаться. Было много книг, было много фильмов, было много людей. В разное время разных людей я считала своими учителями, да. Пыталась найти мудрость в ком-то, да, и взять ее в себя. Но это все было «поверь в себя», а как поверить, если ты не веришь, никто мне не говорил. Конечно, я понимал, что есть что-то еще глубже. Я вспомнил, что на моем рабочем столе уже почти полгода лежит книга Дарьи Трудневой. Я на тот момент уже многое слышал про нее, но никак не читал. Почему-то мое подсознание не пускало меня к этой информации, видимо. Но это было для меня реально так, как если бы человек шел по пустыне и нашел какой-то оазис. Суть подсознания, если его понять, то это действительно источник чего-то очень светлого и очень мощного в этой жизни, то если его просто хотя бы начать использовать, то эта динамика, она мощная, она более сильная, чем какое-то стереотипное мышление, где сознание соприкасается с бессознательным и имеет возможность диалога через любые точки. Есть инструменты, появляется много современных инструментов, инновационных инструментов, в том числе с использованием компьютерных технологий. 4 года назад появилась методика по работе с подсознанием. За это время проделана очень интересная работа и создан онлайн-продукт, который называется MasterKit, который позволяет человеку самостоятельно работать со своими установками. Вся суть методики в контакте нашего сознания, то есть мозга, да, разума нашего, и нашего подсознания, того места скопления всего нашего опыта жизненного, который хранится там и создает те или иные явления в нашей реальности. И на самом деле найти свою установку — это не так сложно. Единственное, что действительно повлияет на реальность, на результаты в твоей реальности, это эту установку трансформировать. То есть, грубо говоря, разорвать эту связь. То есть формула реальности такова: установка, эмоция, мысль, действие, результат. Соответственно, если последнее и первое сложить, становится совершенно понятно, что установка — это и есть результат. А потом с помощью методики я уже прорабатывал эти причины подсознательные, почему я не хотел видеть, что я в своей жизни не хотел видеть. И в процессе того, как я это прорабатывал и снимал пласт за пластом, у меня не осталось причин не видеть, и я начал тренировать зрение. Буквально там в течение 1,5 месяцев у меня один из с копеечками диоптрий улучшилось зрение. Когда я пришел к врачу, сильно она особо не удивилась, но сказала, что это вполне возможно улучшить зрение, и это может сделать практически каждый человек. Но почему они этого не делают, она почему-то назвала немножко другую причину. Отсутствие желания достичь результатов и настойчивости. Но я-то уже знаю, что вся фишка, она в причинах подсознательных, почему я не хочу этого делать. Для меня спорт — это большая часть моей жизни. Это моя любимая деятельность, моя профессия, мое хобби. В частности, футбол, который идет со мной с самого детства. Благодаря MasterKit я смогла открыть свое предназначение, и для меня это один из основных результатов в этой методике. Чувствую себя волшебницей. То, что вот я действительно хочу, хочет моя душа, вот методика помогает мне этого достичь. И была у меня проработка «Подарки просто так». В итоге, без всяких анонсов, мне эту машину подарили. Когда я уже приобрел курс, начал работать по методике, буквально в течение нескольких недель мне удалось
наконец-то, скажем, продать франшизу. Да, то есть у меня кардинально результаты начали еще увеличиваться. За предыдущий месяц нам удалось открыть 2 филиала по стране, даже 3-й мы сейчас уже запускаем. Доход увеличился, как минимум раза в 3, это точно, относительно того, что было ранее. То есть на текущий момент я понимаю, что я могу еще увеличиваться, и я планирую не останавливаться однозначно. Этот инструмент, он позволяет это делать. Но, в общем-то, через себя его пропустил, поэтому я вижу в нем ценности, это точно. Конечно, я схватилась за эту методику, я вцепилась в эту методику, когда у меня пошли первые результаты. Когда я вдруг проснулась и поняла, что свет ярче, что вода вкуснее, что, смех ребенка более звонкий. Кашу ты будешь есть? Сегодня уже утро. Сейчас уже утро. Когда я поняла, что я сама творю свою реальность, я могу ее менять, я изменила ее, убрала эти страхи. Смелая она самостоятельная, она проявляет свою индивидуальность. Есть, грубо говоря, свидетели, которые говорят, как так? Я вчера видела ее, она была вообще не такой, сегодня она совсем другой ребенок. Что такое? А чай налить? Все, хватит. Еще надо. Я не хочу через 80 лет быть счастливой, я хочу сейчас. Но я наслаждаюсь на сегодня своей жизнью. То есть я здесь наслаждаюсь, я с родителями наслаждаюсь, с ребенком наслаждаюсь. Я езжу по стране, читаю мастер-классы. Если я смогла, сможет вообще любой человек. Все начинается с внутренней установки. Все болезни, все неудачи начинаются с внутренней установки. И тот, кто убирает установку, способен достигнуть сокровенных целей. В этот раз перед отлетом мы все встретились с родственниками, пообщались, они пожелали нам доброго пути, мы спокойно уехали, улетели. Она, кстати, понимать меня стала наконец-то. Да. То есть то, что я когда-то все объяснял, она так делала и не особо понимала, о чем мы говорим, и все воспринимала в штыки. А сейчас почему-то она начала через подсознание вопрос решать, и она начала меня понимать, и я наконец-то, помнишь, я тебе 5 лет назад об этом говорил? Получилось так, что когда мы уехали, выручка в бизнесе стала больше, чем когда мы были здесь. Видимо, здесь я придавала какое-то излишнее значение, что-то старалась. А когда мы отпустили ситуацию, то есть настроили контроль, что нам присылают, например, отчеты, и так получилось, что без нас они вполне хорошо существовали. Мы очень радовались. И именно в тот момент, когда нам были, например, нужны средства, например, туда-то, туда-то. И именно в тот момент они появлялись, приходили. Это было для меня удивительно. Мастер-кит – это находка оказалась для меня. И именно мастер-кит, он решил корень проблемы. Чем ценна эта методика, что она влияет на все сферы жизнедеятельности человека. Методика, она простая, как все гениальное. Счастье, ощущение счастья – это один из сильных критериев того, что ты с подсознанием вступил в контакт. Я очень счастлива, что есть такая потрясающая компания, которую я очень сильно люблю. Это компания Суперэго, которую мы создали вместе с Милюшой Входеевой, Юлией Якимовой. И это замечательные партнеры, которые абсолютно так же верят в эту идею, так же, как я. И мы вместе несем
это людям, и мы очень радуемся, когда у наших клиентов такие потрясающие быстрые результаты. Это нас очень сильно вдохновляет, и это дает нам силы дальше двигаться. Благодаря тому, что MasterKit — это онлайн-версия, нам за год удалось охватить 23 страны мира, более 200 городов в России. На 2016 год мы поставили в планах осчастливить 25 тысяч человек, которые пользуются MasterKit. Это современный ключ к успеху жизни. Инструмент, который позволяет открывать секрет счастья, если хотите.